22 июня 1941 года гитлеровские войска внезапно обрушились на крепость огнем артиллерии и минометов. Они сосредоточили здесь около 500 стволов, которые давали до 4000 выстрелов в минуту. Большая часть воинских подразделений гарнизона находилась в это время на учениях. В самой крепости оставались силы до одного полка. А гитлеровцы сосредоточили против нас несколько дивизий. И один из защитников нашей крепости, самый, пожалуй, легендарный и известный, человек, который получил звание Героя Советского Союза за оборону крепости, майор Петр Михайлович Гаврилов, как раз и был уроженцем деревни Альбельдино, Татарстана. Шел июль. Войска советской армии вели оборонительные бои под Смоленском, а мы, далеко в тылу врага, продолжали изматывать силы немцев. Я не помню, сколько времени продолжался последний бой. Неожиданно раздался страшный грохот, по глазам полоснуло пламя, я потерял сознание. Очнулся в немецком госпитале. От наших пленных военных врачей я узнал, что 23 июля меня доставили сюда без сознания. Шел 32-й день войны. Так началась моя 4-летняя жизнь в плену. Это были страшные годы. Временами от голода и слабости я впадал в полузабытье. В сознании проходила вся моя жизнь. Далекая татарская деревенька Альведино. После освобождения из плена Гаврилов был исключен из рядов партии. А осенью 1945 года был назначен начальником лагеря для военнопленных японцев в Сибири. Спустя год, в 1946 году, после увольнения в отставку, он вернулся в родную Татарию. Отец жил прямо напротив Гавриловых. И поэтому, как дети росли, как бедствовала эта семья, он хорошо это все знает. Өзбекстан алып шыққан уақытта немислар айтайын даңар. Бирил русский, зачем мисің берілмесің? Яғни русский татарин деп қышқырған оларға. Керпе сабытынан ап кеттілер, аннан үкіз жеге тұрған келеш ап кеттілер инаны. Қайтмеймені, мені қайтарны бояны пленни деп ап кеттелер деп жылап кетті бет енді ол. Через 10 лет после войны писатель Сергей Смирнов напишет о героях Брестской крепости. Они, эти люди, безвестные защитники, прошедшие через гитлеровский плен, встречали обидное недоверие к себе, а порой и прямые несправедливости. В 1957 году, благодаря книгам Смирнова, в которых показан подвиг гарнизона крепости, Гаврилов был удостоен звания Героя Советского Союза. В конце концов, Петр Гаврилов обосновался в Краснодаре. Здесь он своими руками построил дом и перевез сюда мать, жену, дочь и сына Николая. Петр Михайлович Гаврилов скончался 26 января 1979 года и, согласно его воле, похоронен на гарнизонном кладбище города Бреста.